Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 10. Толковый словарь русского языка, который начинается со слова из татарского языка. Есть исконное русское слово «толк». От него происходят замечательные русские слова «толковый» и «толковать», которые мы часто любим употреблять. Корень этого слова происходит от тюркско-татарского «тулы», «тулук», что означает «полный». Есть производные от этого тарабарские слова «тулуклы», «тулуксыз», «тулы булмаган». Так вот, берем в руки толковый словарь русского языка Ожегова. Возьмем еще в придачу еще более толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Берем другие еще более толковые словари русского языка, какие хотите. Первое же исконное русское слово в этих словарях, слово «толковый», происходит от тюркско-татарского слова «тулук». По скребе русского выйдет татарин. Есть такая довольно-таки распространенная поговорка в русском языке. Говорят, она пошла от Наполеона, который имел несчастье бороться с Россией и быть в Москве и узнать сущность русского народа изнутри, в главной его столице. И изнутри русский народ оказался, как вам сказать, не очень-то русским. Так что поскребем малость, как делал это когда-то Наполеон. Сначала поскребем слово «поскребем». «С» предлог «кребать». Без приставки «с» остается корень «кребать». «Крып», «кру», «крабыс». Слово «поскребать» образовано от тюркско-татарского корня «кру». Эту поговорку употребляют еще и со словом «поскобли» русского выйдет татарин. Ну что ж, поскоблим слово «поскоблить». Без приставки «по» и «с» корень слова «каблить», «кубару». Слово «поскоблить» образовано от тюркско-татарского корня «кубару». Короче, опять вышли на тарабарщину. Итак, господа бывалые, нынешние и ушедшие, в России даже и не подозревают, на плечах какого алыпа, от тюркско-татарского «большой человек», есть предположение, что из этого слова произошло название гор Альп, на плечах какого алыпа сидит великий и могучий. Однако, как говорит великий чукотский народ, кто вам об этом скажет, кроме нас, хотя бы в бане? Корни русских слов многие теперь ищут, например, в Италии, так как им кажется, что язык русский – это древний этрусский, потому что все сходится, если убирать приставку «эт», остается русский. Некоторые находят в корнях этрусского языка имеющиеся там тюркские слова и радуются, вот где наши корни, где собака зарыта. Ищут корни русских слов в Греции, Англии, Франции, Шотландии, Норвегии, даже в Дании. Ищут в горах Тибета. От тюркско-татарского «тубя», кстати, крыша, «тубя» – это крыша. Или в долинах, от тюркско-татарского «дала». В долинах Индии ищут. Некоторые современные эзотерически подкованные ученики Блаватской находят уже какие-то таинственные гипербореи. Ищут. И правильно делают. Однако никто не ищет корни русских слов у своих вечных соседей, тюрков, и в презренном, кочевом, непотребном тарабарском языке, на котором разговаривали их прапрадеды и прапрабабушки тысячелетиями. Каждый человек столько раз человек,
сколько знает языков. Так сказал, кажется, русский мудрец Антон Павлович Чехов. Знать один из тюркских языков в России, да и в мире, еще никому не мешало. Между прочим, человек, который знает только один язык, я думаю, так и будет стоять всю жизнь на одной ноге. Мыслить умеет и шагать может человек, естественно, только тогда, когда имеет две ноги. Во всяком случае, любая мысль хорошо озвучивается на другом языке. Tempora mutantur, ethnos mutantur in illis. Помните латинские поговорки на заре европейской цивилизации, которые знали все образованные люди, и француз, и немец, и англичанин, попозже и русские. Не зря люди изучают и разговаривают на чужом языке. Так рождаются новые миры и культуры. Люди развиваются только в общении друг с другом и поставив себя на место другого. Царских дорог для овладения геометрией нет, как нет таких дорог и для овладения человеческой культурой, кроме как в общении друг с другом. Именно так рождалась русская цивилизация, на основе многоязычия и многоментальности, на примере других цивилизаций, в том числе тюркской и великой угро-финской цивилизации, о чем скромно умалчивается в российской историографии. Но как образовывался русский язык? Даже беглый просмотр словарей русского языка показывает интересный факт, на который уже достаточно народу обратило внимание. Многие русские слова образованы до смешного просто. К тюркским корням прислонилось то, что прислоняется по нескольку раз почти каждому слову на русском языке – приставка или предлог. Их достаточно много на русском языке, кажется, 70 штук или даже больше. Я думаю, что есть еще некоторые скрытые приставки, до конца не исследованные, которые ждут своей очереди. Вот полюбуйтесь, так сказать, на инструмент, при помощи которого создавался великий русский язык. В, во, взо, вы, до, за, из, изо, к, на, над, не, недо, о, оп, оп, от. Не буду все перечислять, каждый при желании сам может посмотреть в любом словаре. Тут есть еще предлоги. В, без, до, из, к, на, по, о, от, перед, пред, через, су, у, за, над, об, под, про, для, вблизи, вглубь, вдоль, возле, около, вокруг, впереди, после, посредством, в роли и так далее. Господа бывалые, извините великодушно, не виноваты мы. Случилось вот что. Многие корни тюркских слов при помощи приставок взяли да превратились в исконно русские слова. Неубедительно? Конечно, неубедительно. Разве можно приставать к приставкам? Уговорили. Раздеваем слово «приставка». Убираем кафтан «при», остается ставка. При убираем, остается ставка. Есть тюркско-татарское слово «стау» в том же значении. Картина называется «без слов». Ну что ж, откройте любой толковый словарь или любой русский словарь на любой странице. Мне попался русско-татарский словарь под редакцией доктора филологических наук Ф.А. Ганиева, который у меня лежит на столе. Например, слово «подспудный» означает то, что лежит, не двигаясь. Отбрасываем приставку «под», отбрасываем еще кафтан приставку «с», «под» отбрасываем и «с». Пудный остается, отбрасываем суффикс и окончание «ны», корень «пуд». Есть выражение на татарском языке «пыт», «пытларга табыну», что означает поклоняться различным древним фигурам. Резюме. В основе данного слова лежит тюркско-татарское слово «пыт». Вот как образовалось слово «подспудный». Пойдем дальше. «Подстегивать». Раздеваем слово. Убираем приставку «под», убираем вторую приставку «с». Почему убираем? А так как корень русского слова обычно одевается как цыганка в несколько платьев, приставок и суффиксов. Тёгивать остается. Убираем суффикс и окончание «ивать», тёк остается.
Есть хорошие тюркско-татарские слова «тыгу» и «тагу». Значение у них такое же, что означает данные слова. Дальше. Подстелить. Убираем приставку «под». Стелить остается. Стель. Сляу остается, что означает покрывать поверх чем-нибудь. Сляу. Возьмем слово «сторожить». Убираем приставку «с», торожить. Тор, тырырга, сакта тырырга, что на тюркско-татарском означает «стоять». Подсыпать. Убираем приставку «под», сыпать. Сыпать. Сибу. То же самое значение на тарабарско-татарском языку. Сыбу. Сыпать. Сыпь. Сип. Дальше. Подтасовать. Убираем приставку под. Тасовать. Остается. Таслау. На тюркско-татарском привести в порядок. Подтачивать. Убираем приставку под. Тачивать. Точить. Ичларга. Ичларга. Корень. Опять тюркско-татарское слово. Подступать. Убираем приставку под и приставку «с». Что остается? Тупать. Таптау. Таптарга. Всем понятное слово. Тут в последнем примере вам кажется никак нельзя обходить слово «тупить», так как слово «тупой» не что иное, как обозначает нашу скромную персону, который так невзначай копается в словаре великого русского языка. Как говорится, нам, татарам, все равно. Давайте тогда возьмем исконное русское слово «тупой». Оставляем суффикс «ой». Убираем, то есть. Остается что? Туп. Есть очаровательно тюркско-татарское слово «тып», что означает «пень». А вот почему древние люди выбрали слово «тупой» «тып» и «тупас» вместо родного «пня», на этот вопрос я не могу ответить. Это надо бы спросить у них самих. Они создали совершенно новый язык при помощи своих приставок и суффиксов на основе тюркских корней и ушли. Записки не оставили. Почему они так сделали? Не знаю. Мода, что ли, у них была тогда на все тюркское? Или же древние русские были древними тюрками? Или когда-то мы были одним народом? Что вроде тоже не очень далеко от истины. Все это бред сивой кобылы. Но разберите слово «бред». Над этими примерами обхохочешься. Но разберите слово «обхохочешься». Тут ахинею мутят. Но разберите слово «мутят». Уморы. Слово «уморы» разберите. Кончайте баламутить. Баламутить слово разберите. Спасибо вам, господа бывалые, за объективную и научно обоснованную критику. Ну что ж, бред. Бредить, бродить. Может быть образовано от тюркско-татарского «бру». Обхохочешься. Происходит от русского «ха-ха», который ничем отличается от тюркско-татарского «ха-ха». Ахинею мутят. Мутить, возмутить. Муткыше – хитрец. Муткыше – это по-тюркски хитрец, что опять близко по значению тарабарско-татарскому корню мут. Уморе – мор. Тот же корень имеется и в тарабарско-татарском языке мур-мур-кыргыры. Мур-кыргыры. Баламутить. Бала-мут. Что дословно означает «ребенок-хитрец», «бала». Ребенок, мут, хитрец, баламут. Кстати, при помощи корня «бала» ребенок, дитя, в русском языке образовано несколько слов, и все они совсем не случайные, и все намекают на детские и ребячие свойства человека или предмета.
Бала-болка. Бала-булу. Быть ребенком. Баловаться. Балалану. Быть ребенком. Баловень. Баладай иркаляну. Ластиться, как ребенок. Балагур. Баладай уйнау. Играть, как ребенок. Балаган. Легкая детская постройка. Баласиня. Баласны. Фигура, похожая на тело ребенка. Она, между прочим, действительно такая. Имеется голова и туловище. Баласаны. Есть еще интересное слово балалайка. Тут опять меня терзают смутные сомнения. От какого языка произошла балалайка? Балалай, балалай, балалаечка. Что же такое у тебя, дорогое слово, балалайка, дринь-дринь-дринь? Больно прямо и крепко ты стоишь, как будто бы образован от нашего закона сингармонизму. Что-то у тебя не чувствуется ни ударения, ни оконя. Сильно смахиваешь ты на наше тюркско-татарское слово, сильно, потому что слово думбра и балалайка произошли от тюркских слов, утверждают некоторые недобитые тюркоманы и пантюркисты. Сталина на них нет. Мы, конечно, этому не верим и другим не советуем верить. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.